2016 году состоялось открытие одного из самых больших спортивных комплексов в республике. Всего за полгода на пустыре вырос солидных размеров физкультурно-оздоровительный комплекс в бело-голубых тонах. В торжественной церемонии открытия ФОКа участвовали глава региона, олимпийские чемпионы, главный тренер сборной России по дзюдо Эцио Гамба и многие другие. Наш ФОК построен уже 3 года, с 2016 года у нас занимается очень много спортсменов. Есть чемпионы России. Вот недавно по пауэрлифтингу у нас Хашикуль Ахмед стал международного класса чемпионом. Мы его очень поздравляем с этим результатом. Хочу отметить также нашего инструктора по физической культуре Кадзоева Рамазана, который также занял первое место и стал мастером спорта по этому виду. Когда у нас не было этого комплекса, ребятам приходилось ездить по разным городам. Вот в Карабулаке тренировались, даже приходилось уезжать, можно сказать, в Назрань, в Слепцовск. Они разъезжали по разным местам. Сегодня этот комплекс предоставляет практически все условия. У нас есть виды олимпийские и неолимпийские. Человек, который хочет, заинтересован заниматься разными видами спорта, вот это самое то. Для жителей небольшого поселения открытие спортивного сооружения стало по-настоящему знаковым событием. Раньше даже юные спортсмены, которые хотели серьезно заняться спортом, вынуждены были выезжать за пределы села. Теперь, когда проблема решена, местные ребята тренируются в благоприятных условиях в собственном спортивном комплексе. Наш комплекс предоставляет условия всем желающим заниматься. И, правда сказать, многие в нашем селе очень благодарны за этот комплекс. И хочу от себя сказать большое спасибо за предоставленные условия и за этот комплекс. Жители очень довольны, потому что мы предоставляем им бесплатные условия. И сегодня наш комплекс лидирует, в основном завоевывает места. У нас есть бойцовский клуб «Эскар», дзюдоисты. Вот дзюдо у нас на самом высоком уровне по республике идет. Я это заметил. Ребята стараются, поддерживают форму. Вот недавно наши ребята поехали в Казахстан, заняли первое общекомандное место. Мы очень гордимся их результатами и поддерживаем их как можем. Родители очень благодарны за этот комплекс, отзываются тепло, говорят спасибо. Всех почти в селе знаем, потому что мы сами из этого села выросли здесь. Ведем работу, пропагандируем спорт, пропагандируем даже в наших школах. Недавно проходили по школам, говорили, что есть открытые места, чтобы дети занимались, больше пропаганда именно здорового образа жизни была. Родители тоже интересуются спортом, хотят записаться, говорят, как можно заниматься, какие места есть, какие турниры вы проводите. Очень заинтересована сегодня молодежь, именно и даже взрослое наше поколение
спорта. Одной из первых секций, которая начала набор спортсменов, это дзюдо. На сегодняшний день более 100 детей в 2 смены тренируются в зале. Одной из причин такого потока стала победа Хасана Халмурзаева на Олимпийских играх в Рио. Понимая, что мечту, как правило, можно осуществить, эти ребята, не жалея сил, выкладываются на каждой тренировке. Я хожу в дзюдо уже 2 года. Я ходил в международном турнире, там я занял 1 место. Еще я был в традиционном турнире, это было в Георгиевске, там я тоже занял 1 место. И в международном турнире в Москве, но там уже не получилось, я занял 3 место. Соперники были очень сильные, но я и мой тренер тренировались, отрабатывали все броски, чтобы выиграть этот турнир. Мы надеялись на международном турнире, это проходил уже в Нальчике. Мы тренировались очень сильно, и отрабатывали всякие броски, и поэтому, иншаллах, выиграли этот турнир. Но уже в международном турнире в Москве мы тоже самое сильно готовились, но не получилось. Я проиграл на своих ошибках. Я готовлюсь к международному турниру Евразии. Он будет проходить 12 июня. Мы усердно готовимся к этим соревнованиям. Мне помогает в этом мой тренер Сулейман Сичоев. Я хочу стать трехкратным олимпийским чемпионом весовой категории 73 килограмм. Когда я смотрел Хасана Халмурзаева, еще не ходил в спорт дзюдо. Когда я смотрел на него, отец сказал, вот как надо бороться. И мне уже меня мотивировало все это. И меня отец устроил в спорт дзюдо. Этот спорт сложный, он олимпийский вид спорта. Мне он нравится, потому что много бросков разных. Здесь не надо драться руками, ногами, с бросками броски делать. Я смотрел, как боролся Хасан Халмурзаев на Олимпиаде и захотел тоже стать олимпийским чемпионом. Помимо начинающих спортсменов, в зале также тренируется один из самых талантливых и перспективных дзюдоистов России Исмаил Чесыгов. Совместный тренировочный процесс с именитым спортсменом, безусловно, положительно сказывается на этих ребятах. Одновременно с дзюдоистами свой тренировочный процесс проводят и кикбоксеры. В этом виде спорта, помимо физических данных, необходимо обладать хорошей растяжкой и спортивным мышлением. Ежедневно секцию кикбоксинга посещают более 30 перспективных ребят, которые с каждым турниром оправдывают ожидания тренера. Именно у зале тренировок чаще дал уже почти. Халха особо тренировок интерес ханяцу. Дик тренер ван хазахазакити ва всегда интересоваться. Я арварс именно вид спорта. Тренировок же более охал гута. Халх цац мест тренировок я озал халат тренировок же мотик вообще раз. Тренер вот хотел, о доглас избавиться за счет этого желание, интерес учить тренировки. Тренировки диктуют. Запомните для соревнований, конечно, кофе, энергетика, моя в призерах ануса всероссийский турнир по панкратиону. Циквахова, кофе, первый минут я Беларусь. В будущем мало целей, мало задач. Я играл хабараж, мастер спорта, интересен именно вид спорта. Еще в начале открытия физкультурно-оздоровительного комплекса «Чемпион» был сформирован тренерский штаб, поэтому с начинающими спортсменами здесь работают профессионалы своего дела. У зале азбобу шишуды, директор из ужбожбу, коллеги поддержки фауцух. Береж у Яндри держит огу перспективный, ханзвайк энкиш даже уже лоты же мотик джохаш бы. 6 минут утром и вечером. Около 100 бирвашкет ирны даже духа
150 дали. Бирж доктор тхбадач. За геттер зама бирж би иж бутх сөмишат буахачарсан. Цар кира дит сютенрок. А вешта основная команда итха уже лучше призер жбяны жби уже чемпион. Кажется, короче говоря, 6 дней тренировки. Ирин Сейрин вашта до Чарнагас. В данное время официальные старты СКФО халиш. Цена кешбиш буаха больше. А зама больше пока турнир же тоже международный бирж дик лата гвахтян двиется ши даже международный турнир дик лотчик энкш буй. И что потихоньку цан что ёжи турнир цани их возможность манга адохтро. В новом спорткомплексе общей площадью 2500 квадратных метров есть все условия для занятия спортом и физической культурой. Тренажерный зал, помещение для аэробики и настольного тенниса, душевые кабины, медпункт, несколько кабинетов для персонала. В спорткомплексе действует универсальный игровой зал размером 42 на 24 метра. Каждый день по нескольку смен в ФОК посещают около 500 детей, выбравших здоровый образ жизни. Дзюдо, вольная борьба, бокс, самбо, смешанные единоборства. Здесь любой может найти для себя занятие по душе. У нас есть разные секции. Сегодня есть секция дзюдо, секция по вольной борьбе, секция тайского бокса, секция кикбоксинга, секция бокса. Наши ребята завоевывают хорошие результаты. Сегодня ФОК чемпион оправдывает свое название заслуженно. Тренировочная неделя у нас проходит в штатном режиме. Все тренера очень квалифицированные, имеют хороший подход. Каждый тренер, можно сказать, психолог, может индивидуально подойти к каждому ребенку и дать ему хорошее наставление, может объяснить доходчиво каждому ребенку свой прием. У нас есть посещаемые виды именно спорта по дзюдо, потому что с нашими чемпионами у детей более есть интерес к этим видам спорта. Например, Халмурзаев Хасан, наш чемпион, которым мы гордимся, он завоевал олимпийскую медаль, и ребята потянулись к этому виду спорта. На самом-то деле у нас в республике очень распространенный вид спорта – это дзюдо. Также хочу подчеркнуть, что ребята занимаются, любят свое дело. Есть у нас клуб «Эскор», они занимаются боевым самбо, они очень перспективные ребята, у них очень высокие результаты. Также все секции, которые здесь есть, непосредственно завоевывают республиканские турниры, выступают на хорошем уровне. Руководство ФОКа «Чемпион» ставит для себя задачу обеспечивать их лучшим местом, чтобы они тренировались и достигали высших высот. Любопытно, что новое спортивное сооружение появилось на земельном участке, который в свое время был упущен чиновниками и долгое время пустовал. Теперь при въезде в сельское поселение Яндаре сразу бросается в глаза современный спортивный комплекс. В Яндаре, вечер
вечером играют на пандаре. В Яндаре, в Яндаре, в Яндаре, в Яндаре, в Яндаре. Вечером играют на пандаре. В Яндаре, в Яндаре. В Ингушетии продолжается строительство социально значимых объектов. Особое внимание уделяется строительству спортивных сооружений. Сегодня во многих населенных пунктах уже имеются собственные физкультурно-оздоровительные комплексы. Остается лишь ждать, когда воспитанники этих спортивных объектов будут поднимать ингушский флаг на мировых аренах.